Всем привет, друзья! Всем доброго майского дня! Сегодня 10 мая. С прошедшим всех Днем Победы Великой! Поздравляю! Мы выехали в горы, в наши могучие кыргызские горы. Хотим посмотреть, опять же, заехали в новое место. Здесь мы никогда не были. Ну, посмотрим сами. Нам интересно, и вам покажем, что здесь для нас будет нового. Посмотрим. Поднимаемся мы вот оттуда. Уже довольно-таки немало времени. Подъем очень крутой среди таких вот скал, гор, холмов. Дорога эта идет. Здесь прокладывают где-то, короче, это самая верхняя точка ГЭСов Белогорки. И уходит еще вверх. Мы с прицепом в полном снаряжении, и палатка у нас, и шатер. Ну, решили чуть-чуть остудить машину. Подъем очень крутой. Ну, вроде бы немножко осталось до конца этой дороги. Дальше ее не будет. Ну вот, подымемся, там посмотрим, что там есть. Ну, очень красиво, да. Ну, правда, в основном не тронуто выглядит, но местами вот так вот. Мы пока подымались, и деревья много заваленных. Ну, деятельность, стройка. Без этого никак, видимо, не обойтись. Скалы над нами отвисают. Сейчас попробуем дальше проехать. За вон те камни огромные, глыбы. Поднялись мы до самого конца дороги этой. Дальше только пешком. Ну, говорят, что там дальше очень красивые места, Джайлоу. Ну, здесь вот такая вот картина. Строится водозабор для ГЭС. И такой вот бардак небольшой. Ну, и как бы встать с палаткой, шатер поставить можно, но как-то не это. Спустимся мы в старое ущелье Белогорское, наверное. Что тут? Природа нарушена. Будем спускаться, наверное, все-таки. Погода сегодня такая и не жаркая, и не сыро. Местами облачно и солнечно. Ну да, среди вот этого леса разломанного и мусора неохота останавливаться. Нет, мы спустимся. А так красиво здесь. Подъем прям очень крутой. Когда поднимаешься, не так заметно, чем спускаешься. И вот такие скалы.
Вот сюда, друзья, по вот этой траншеи, вот туда приходит эта труба. Там начало, здесь конец этого сооружения для выработки электричества. Да, но по дороге столько увидели уничтоженного леса. Ну, прогресс требует жертв. Ну вот, друзья, мы нашли место, где остановиться. Так оно выглядит вот сейчас тоже. Это все раньше так не было. Брали отсюда, видимо, камни, щебень, вот этот все, гравий для стройки этих ГЭС, наверное. Речка, вон там речка, потом посмотрим, сходим. А мы вот так вот обосновались тут на короткое время, поставили шатер вот такой. У нас был баннер, мы с одной стороны закрыли вот так одну ветреную сторону. В общем, поуютней, поудобней. Всем привет! Да, это наша команда. А здесь вот палатка для ночлега уже. Хорошенькая такая, красивая. В общем, палатка это считается, нам говорили, 10-местная. Ну, реально так 8 человек лягут. Правда, во вторую комнату будут заходить уже друг по дружке, если здесь будут лежать. А так, для 4 человек вообще прекрасно, шикарно. Здесь как бы прихожая, кухня, не кухня. Можно здесь сидеть, питаться, а там уже спать. В общем, да, вон там мы будем готовить себе пищу, жарить, варить. А тут вот дров набрали уже. Правда, я думаю, сырых, гореть они будут не очень хорошо. Сухие. Ну, опять же, здесь сейчас дров очень много, деревьев поломано было много при этой деятельности строительной. В общем, так. Дальше погода все прекрасная. Вон там вдалеке водопад. Мы его, конечно, не видим. Так, прохладненько. Приятно очень. Ну, виды в основном приятные, но некоторые не очень. Да, без прицепа вот так не выйдешь. Просто на одной машине. Матрасы, одеяло. А тут подъехали два молодых парня, попросили, чтобы мы приглядели за этим скутером. А сами они пешком или на машине к водопаду, даже скутер не едет дальше. Ну вот, возможно. Ну вот, пока мы готовили, все, начался дождик. Но мы ко всему готовы. Успели мы все-таки пожарить сосиски, там курятину. И вот такой у нас шорпот тут варится. Потихоньку на медленном огне. Моросит дождик. Сидим, нам уютно, сухо. Нормально, короче. Отдых. Само то. Ну, с такими вот переменами в погоде. Все серое затянуло, но уже вот там вон солнышко начинает пробиваться, вроде бы дождик начинает стихать. Ну, в общем, так. Пока дети в палатке сидят, кайфуют, там им весело, смеются. Эй! Они даже... Да. Все у них нормально. В общем, да. Отдыхаем дальше. Пошли мы чуть-чуть прогуляться к речке.
Вот после дождя такая вода мутная. Ну, нельзя говорить, что она грязная, просто она мутная. И очень много воды. Дров тоже очень много можно собирать. Надолго хватит. Особенно вот береза. Даже сырая должна гореть. Возьмем себе для костра. Все освеженное такое после дождика. А тут вот так вот все порасковырено, разрыто. Сквозь камни и песок просачивается вода с речки. Там мутная, а здесь такая вот прозрачная уже протекает. И горы такие, блин, наворотили экскаваторы. Саня, я сюда вернусь. Сейчас заберусь вот на этот каменный курган. Вон там наша база. Немножко мы от нее удалились. Красота, благодать, свежий воздух. Круто. Главное не упасть с этих камней. Да, вот все перековыряли, а вот осталось что-то, зацепилось жизнью своей. Выживает, короче. И я думаю, они вырастут, раз уже им, наверное, и среди камней есть жизнь. Посмотрим, что здесь будет дальше. Друзья, продолжаем мы гулять. Уже второй день мы здесь переночевали. Все спокойно, все благополучно. Очень все понравилось. Дождик иногда моросил по чуть-чуть. Утром тоже хороший прошел с грозой прям. А мы тут чуть-чуть удалились. И вот такой муравейник тут нашли. Живой. Хоть до него техника не добралась. Прям их миллиарды здесь. Смотри, вот муравьи затоптали. Вот так вот. Капец, их сколько много. Очень много. Трудяги трудятся. И у них тут трасса. Тропа. Тропа жизни. Пустые
от дома, а кто-то с чем-то в сторону дома. Всякие соломинки тащат. Ну, им самим известно, что, так сказать, да, прям полосой тропа идет, выделяется. Пойдем по ней. Может, там это у них еще один муравейник. Да нет, тропа пропадает. Значит, они тут работают, короче. Однако нет, она не пропала, она дальше идет вот. Не, ну вот здесь, ну есть. Ушли мы чуть дальше. Здесь вот видно, все выглядит естественно. Не тронуто человеком. Ну, так серьезно не тронуто. Все в естественном виде. Кто-то собирает камушки. Вода вот почище, чем вчера была, прям с таким оттенком бирюзовым. Друзья, вот иногда встречается такая картина. Люди мусор бросают. Редко, конечно, здесь, может быть, людей немного бывает. А так вот, бутылка валяется из-под пива, из-под семечек пакетик. На обратном пути заберем. Там на въезде, на спуске возле трассы, этой возле дороги, мусорка стоит. Неужели трудно донести обратно и выкинуть в мусорку? Хочу всех попросить убирать за собой. Тем более такой мусор, который очень долгое время разлагается. Да. Нашли нож. Тоже отдыхающие, видимо, забыли. Очаг оставленный. Здесь такая картина. С одной стороны речка, а с этой стороны такая стена. Мы видим состав земной коры в этом месте. Такие булыжники, глина. Потом слоями опять же какие-то. Камень мелкий. Опять глина. Ну вот так вот интересно посмотреть. Ну вот, друзья, шли. И дальше стало идти невозможным. Тут либо надо плыть как форель против течения, либо разворачиваться и идти. Ну еще как горный козел, может быть, запрыгнуть по вот этим. Но мы ни то не умеем. Поэтому мы будем разворачиваться. Все-таки мы попытались тут по камушкам. И не как форели, не как больше на козлов, да, горных, похоже. Как вот Максим уже проскакал. Сейчас я дальше попробую. Конечно, нельзя попасть в этот поток. Унесет. Ну вот, я тоже прошел. Тут немного попроще, полегче.